Добрый вечер, вы смотрите телеканал «Осетия». Меня зовут Виктория Базгадзе. Это программа «Важный вопрос». В течение недели мы обсуждаем послание президента России Федеральному собранию. Владимир Путин поднял темы демографии, экономической стабильности населения и здравоохранения. Особое внимание уделил задачам, поставленным в национальных проектах. Они разработаны по 3 направлениям – человеческий капитал, комфортная среда для жизни и экономический рост. Объем средств на реализацию нацпроектов составит около 25 триллионов рублей. Сегодня мы обсуждаем развитие бизнеса. В нашей студии председатель Совета Североосетинского регионального отделения Общероссийской общественной организации «Деловая Россия» Роман Абиев. Роман Витальевич, добрый вечер. Спасибо, что вы согласились прийти сегодня к нам в студию. Я предлагаю сразу начать с выступления президента и посмотреть некоторые тезисы из того, что было. Давайте посмотрим. Более 70 миллионов человек трудятся в промышленности, сельском хозяйстве, сфере услуг, ведут небольшой бизнес. Их доходы, благополучие, уверенность в будущем прямо связаны с ситуацией в экономике нашей страны. И чтобы добиться устойчивого повышения оплаты труда, в первую очередь нужна качественная занятость и свобода для предпринимательства. Квалифицированные, хорошо оплачиваемые рабочие места во всех регионах страны и в традиционных, и в новых отраслях. В конечном итоге нужны высокие темпы экономического роста. Только так можно победить бедность, обеспечить стабильное, ощутимое повышение доходов граждан. Это ключ к успеху. Уже в 2021 году темпы роста российской экономики должны превысить 3%, а в дальнейшем опережать мировые. Эту задачу никто не снимает. Правительству и Центральному банку необходимо вновь войти в целевые показатели инфляции. Я уже об этом говорил, и мы, когда принимали соответствующие решения по наполнению финансовой кубышки для реализации национальных проектов, знали, что так и будет происходить. Это сегодня ожидаемые эффекты. Но нужно, чтобы также ожидаемым была и нормализация этой ситуации. Такие возможности у нас есть. Правительству, Центральному банку, как я сказал, нужно войти в целевые показатели инфляции и в целом обеспечить благоприятные макроэкономические условия для роста. У нас мощная финансовая подушка безопасности. Вот могу вас проинформировать, это приятная, хорошая информация. Впервые в истории наши резервы полностью покрывают внешний долг. Как государства, он у нас очень небольшой, так и коммерческого сектора. И эти деньги работают. В том числе в полном объеме поступают в российский бюджет доходы от размещения средств Фонда национального благосостояния. Поэтому я обращаюсь к тем коллегам, которые постоянно критиковали правительство, финансовый, экономический блок, где деньги, куда мы их там вкладываем. У нас есть задача дорастить там до определенного уровня и потом потихоньку использовать это, не раскачивая макроэкономическую ситуацию. Вот мы сейчас к этому подошли. Мы начинаем это делать. Эти доходы от размещения поступают в федеральный бюджет. Совокупный доход от размещения средств ФНБ, зачисленный в бюджет 2018 года, составил 70,5 миллиардов рублей. Для того, чтобы выйти на высокие темпы роста, также нужно решить системные проблемы в экономике. Выделю здесь 4 приоритета. Первое – это опережающий темп рост производительности труда. Прежде всего, на основе новых технологий и цифровизации, формирования конкурентоспособных отраслей и, как результат, увеличения несырьевого экспорта более чем в 1,5 раза за 6 лет. Второе – это улучшение делового климата и качества национальной юрисдикции, чтобы никто не убегал в другие юрисдикции за границу, чтобы у нас все было надежно и работало как часы. Рост объема инвестиций уже в 2020 году должен увеличиться на 6-7%. Достижение такого уровня станет одним из ключевых критериев оценки работы правительства. Третье. Снятие инфраструктурных ограничений для развития экономики, для раскрытия потенциала наших регионов. И четвертое – подготовка современных кадров, разумеется. Создание мощной научно-технологической базы. Роман Витальевич, очень большой
блок, очень большой сектор в выступлении президента был посвящен именно экономическому развитию. В центре, конечно же, всегда человек, его потребности, но и такие слова, как бедность звучали, все это завязано очень сильно на экономике. И вот такие тезисы озвучивал президент. Уже в 2021 году темпы роста российской экономики должны превысить 3%. Необходимо вновь войти в целевые показатели инфляции. Несколько пунктов, 4 приоритета точнее, если быть точнее, высказал президент. Опережающий темп роста производительности, улучшение делового климата, снятие инфраструктурных ограничений и подготовка современных кадров. Вот можете прокомментировать, насколько вот те задачи, которые ставит Владимир Путин в послании, они, конечно, как всегда амбициозны, но насколько они реалистичны, и вот те шаги, которыми Владимир Путин хочет прийти к этому, насколько они реалистичны и, на ваш взгляд, они правильны? Добрый вечер, Виктория. Добрый вечер, уважаемые телезрители. Спасибо за приглашение. Буквально за 2 недели до послания президента я участвовал в форуме «Деловой России» с участием президента. И многие вещи, которые там прозвучали, они, повторение их мы увидели в дальнейшем в послании. Это обращение, конечно, лицом к предпринимателям, и перекладываются многие задачи в экономике именно на этот сектор. То есть предприниматели должны активнее входить в экономику и участвовать. Для этого государство дает как бы все возможности. На сегодняшний день как бы государственная машина очень неэффективная, и поэтому многие задачи без предпринимателей просто не решить. И для этого, в первую очередь, конечно, вот и в послании прозвучало, это снятие различных административных барьеров. И мы услышали там вещи, которые давно должны были прозвучать. Это и регуляторная гильотина, это и снижение административного давления. То есть мы их, в принципе, услышали. На основании этого послания сформировано 13 поручений. Из них очень многие перекликаются с поручениями, которые были на форуме. Это и поддержка предпринимательства, это и социальные какие-то вопросы, которые мы должны на себя брать. То есть я думаю, что... И чем мне еще понравилось это послание, что оно более конкретизировано, с более конкретными задачами и конкретными сроками и способами реализации. В принципе, это видно, как они должны реализовываться. То есть это не просто направление куда-то, куда надо двигаться, и, как правило, это может не состояться. То есть я, как пример, допустим, приведу, это создание 25 миллионов высокопроизводительных рабочих мест, которое, в принципе, не выстрелило в том виде, которое планировалось первым лицом. То есть это вот многослойный пирог исполнителей, он его извратил, эту идею. И надеюсь, что в данном случае это не произойдет, потому что президент заявил еще о персональной ответственности всех участников этих поручений. Вы сказали 13 поручений. Вот на ваш взгляд, из них какие наиболее будут эффективны и результативны для продвижения именно экономической стороны? Ну, конечно, в первую очередь нужно отметить, что большой блок это был социальный блок. Можно выделить, конечно, поддержку предпринимательства. Это связано и со строительной сферой, причем строительная сфера поддерживается с нескольких направлений. Там вот, кстати, строительные компании освободят от уплаты налога на прибыль и НДС за передаваемый государством, муниципалитетом инфраструктурный и социальный проект. Вот можно вот про это тоже подробнее послушать вашу оценку? Ну да, у нас, в принципе, на сегодняшний день как бы мы все признаем, что у нас довольно кризисное, тяжелое такое положение, экономика социальная. И в таких ситуациях, как правило, одним таким вот из движителей в экономике является строительство. И поэтому заложены в послании и меры по поддержке ипотечного кредитования, по стимулированию строительного рынка, и в частности о том, чтобы снизить налоговую нагрузку на строительные компании, которые берут на себя какие-то задачи по созданию инфраструктуры и в дальнейшем передают это как бы муниципалитеты или государственные органы и вынуждены за это еще нести налоговое бремя. По большому счету на сегодняшний день это регулируется даже судами. Насколько я знаю, 146-я статья Налогового кодекса, там 154-я, она определяет порядок обложения НДС, но дело в том, что если в дальнейшем перекладывать, даже безвозмездно передавать это муниципалитету, организация вынуждена все вычеты, которые произвела по НДСу, на это, то есть понесенные фактически затраты, возместить государству. И касается вот этого, что на самом деле будет не таким бременем, будет тяжелым ложиться на строителей. Правда, еще не досказали, я считаю, что на сегодняшний день не раскрыта тема это инженерных сетей, то есть нужно было пройти дальше еще и по инженерным сетям, это мое мнение, а не только социально-бытовых.
А что объектов. конкретно вы бы хотели, чтобы какая тема была шире? Какой Ну, вопрос? чтобы распространили именно на инженерные сети, потому что зачастую застройщики берут на себя строительство инженерных сетей, коммуникации, это тоже довольно большие затраты, и чтобы налоговые льготы были у них и в этой сфере. Мгм. А вот близкая и смежная тема к строительству, это президент озвучивал такую фразу, как ипотечные каникулы, да, какие-то определенные поблажки именно для людей, которые эту ипотеку берут. Как, на ваш взгляд, вот это решение, насколько это будет хорошо именно тем банкам, которые дают эти суды? Вот, как, на ваш взгляд, вот это хорошее было выдвинут, так скажем, тезис такой? Да, это тезис хороший и правильный, и мне очень понравилось, что фактически президент выступил на стороне заемщиков, потому что на сегодняшний день самые незащищенные категории – это заемщики. Банки дают договора по ипотеке такие, какие они считают нужными. То есть там ни один пункт исправить невозможно, и, как правило, у банка в первую очередь стоит возврат денежных средств, они могут не вникать в ситуацию, в которую может попасть человек, и, конечно, обернуться к нему лицом – это правильное решение. И я думаю, что это хороший посыл и для банков, чтобы они понимали, что главное это все-таки не деньги, а чтобы не страдало наше население, улучшить качество жизни. То есть вы считаете, что такое решение, но в принципе для обоих сторон будет довольно-таки нормальным и приемлемым и поможет как-то так скажем, с лучшей стороны взаимодействовать, да, и населению будет хорошо, и тем же самым. По моему мнению, да, но я просто боюсь, что многие там финансовые учреждения, они развернут ситуацию в другую сторону, попросят у государства денег на компенсацию каких-то расходов, и, может быть, извращена идея сама по себе. Если этого не будет, то я думаю, что сам посыл очень хороший. Отлично. Вот следующее, и что хотелось бы сказать, именно уже возвращаясь к предпринимательству, те приоритеты, те шаги, которые были озвучены. Первый из них – это опережающий темп роста производительности труда, прежде всего на основе технологий и цифровизации. Насколько это актуально именно внедрять технологии новые, цифровизации, чтобы двигалась именно тоже экономика у нас все выше и... Ну вот у нас на форуме этот вопрос озвучивался. На сегодняшний день большинство самых дорогих компаний, они являются, о них ничего не было слышно в прошлом веке. То есть они за 20 лет стали самыми дорогими. То есть ушли в прошлое фактически компании, которые занимаются добычей сырья, промышленные гиганты. А на первое место вышли именно те, которые занимаются интеллектуальными какими-то трудом и работают в виртуальной сфере. И я считаю, что это правильно. Экономика меняется на сегодняшний день. Даже вот эти гиганты, они вынуждены перестраиваться буквально каждые несколько лет. И вот, допустим, даже по нашей республике, я хочу сказать, очень так стимулируется постоянно вопрос о возрождении промышленного потенциала республики, но нет понимания, что это должен быть за потенциал. То есть, как правило, говорят о потенциале 80-х годов, который там был, но на сегодняшний день промышленность выглядит совершенно иначе, и нужно пригласить других людей, которые будут даже возрождением промышленного потенциала. Можно не иметь огромный парк станков, а заниматься интеллектуальным трудом и быть промышленным довольно развитым регионом. Я считаю, что это правильный посыл, и нужно стимулирование этой сферы, иначе мы останемся позади, и эти 3% будут год-два, потом мы... Напоминаю, это программа «Важный вопрос». Сегодня и в течение всей недели мы обсуждаем послание президента России Владимира Путина Федеральному собранию, которое прошло 20 февраля. В студии у нас Роман Абиев. Роман, я предлагаю посмотреть следующую часть выступления, где Владимир Путин более подробно раскрыл некоторые меры поддержки предпринимателям, которые, по его мнению, нужно осуществлять. Давайте посмотрим. Сейчас время для смелых инициатив, для создания бизнесов и производств, для продвижения новых продуктов и услуг. Причем волна технологического развития позволяет расти, завоевывать рынки очень быстро. У нас уже есть примеры успешных компаний, инновационных компаний. Нужно, чтобы их было намного больше, в том числе в таких сферах, как искусственный интеллект и обработка больших данных, интернет вещей, робототехника. Поручаю правительству сформировать максимально комфортные условия для частных инвестиций в технологические стартапы, нацелить на их поддержку Института развития. А парламентариев прошу оперативно принять законы, приоритетные для создания правовой среды новой цифровой экономики, которые позволят заключать гражданские сделки и привлекать финансирование с использованием цифровых технологий, развивать электронную торговлю и сервисы. Все наше законодательство нужно настроить на новую технологическую реальность. Это законодательство, а точнее, они, эти законы,
не должны ограничивать становление передовых перспективных отраслей, а должны помогать этому развитию. Важнейший показатель роста эффективности и конкурентоспособности бизнеса – расширение экспорта, выход на внешние рынки. Уважаемые коллеги, чтобы добиться тех масштабных целей, которые стоят перед страной, нам нужно избавляться от всего, что ограничивает свободу и инициативу предпринимательства. Добросовестный бизнес не должен постоянно ходить под статью, постоянно чувствовать риск уголовного или даже административного наказания. Уже обращал внимание на эту проблему в одном из посланий, приводил соответствующие цифры. Ситуация, к сожалению, не сильно изменилась. Согласно сегодня почти половина дел, 45%, возбужденных в отношении предпринимателей, прекращается, не доходя до суда. Что это значит? Это значит, что возбуждали кое-как или по непонятным соображениям. Но что это значит на практике? В результате на одного предпринимателя, бизнес которого разваливается в этой связи, в среднем приходится 130 сотрудников, потерявших работу. Давайте вдумаемся в эту цифру. Это становится серьезной проблемой для экономики. Бизнес указывает на целый ряд проблем в законодательстве и правоприменительной практике. Согласен с тем, что нужно внимательно посмотреть на критерии, по которым все сотрудники той или иной компании только по факту совместной работы могут попасть под такой квалифицирующий признак, как группа лиц по предварительному сговору. Но это вообще ерунда какая. Но такое бывает, к сожалению. И это влечет за собой более строгую меру пресечения на этапе следствия и более тяжелое наказание позднее. Кроме того, при расследовании так называемых экономических уголовных дел нужно жестко ограничивать поводы, раз за разом продлевать сроки содержания под стражей. Сегодня это происходит порой без веских оснований. Например, из-за того, что не хватает времени на проведение необходимых экспертиз или в результате затягивания следственных действий. Вот в начале этого выступления, этой части выступления Владимир Путин затронул тему, о которой мы, в принципе, немножечко поговорили до рекламы. Он сказал, что уже есть в России пример успешных компаний, инновационных компаний, и нужно, чтобы их было больше, как раз-таки в сфере робототехники, искусственного интеллекта. Вот скажите, насколько Северная Осетия вообще к этому близка, вот к этим вот инновационным компаниям, искусственному интеллекту? Мне кажется, мы совершенно так от этого далеки, что на самом деле. У вас до этого в студии был Алан Салби, да. Он, наверное, похвалился своими успехами. Как раз-таки наша республика, есть преимущество. То есть, да, действительно, мы добиваемся хороших успехов. У нас есть молодежь, которая сейчас занимается образовательными в этой сфере программами различными. И в то же время современные технологии информатизации, они позволяют, где бы ты ни находился, работать со всем миром. То есть мы не находимся где-то глубоко в горах и не сможем работать, такого нету. То есть мы можем наши продукты продавать везде по всему миру. И вообще вот современная экономика меняется, то есть все меньше ручного труда в каждом изделии, в каждом продукте. Нужно как можно меньше людей, то есть есть компании, которые производят продукты на многие миллионы долларов, и там всего 3-4 человека. Это факт уже, которого не было буквально 20-30 лет назад. Я думаю, что у нас есть довольно большой потенциал для этой сферы. Хорошо, в инновациях, технологиях мы продвигаемся. А на ваш взгляд, какие есть у предпринимателей проблемы в части контакта именно с государством? Какие могут быть проблемы возникать, с которыми они не сталкиваются и как-то из раза в раз, и как-то не решается? Может быть, в силу того, что какая-то законодательная часть требует изменений или как-то... Наверное, надо повернуться лицом к предпринимателям. На сегодняшний день государство не очень такой порядочный партнер в отношении предпринимателей. Как правило, предприниматель рассчитывает быть в стороне от государства, никак не пересекаться и уж никак не сотрудничать. Из-за этого у нас на сегодняшний день буксует институт государственно-частного партнерства. То есть просто можно довериться лицу какому-то, но государству как такому завтра поменяется какая-то политическая ситуация в любом муниципалитете, и программа будет свернута. То есть это вопрос доверия, который на сегодняшний день нет механизмов, которые обезопасили предпринимателей в работе с государством. И, конечно, в первую очередь предприниматели жалуются на административное давление. Фактически все, деловая Россия, тоже мы входим в общественный совет при прокуратуре, и мы всегда говорим, уже, наверное, несколько лет, года два точно, говорит, что нужен надзор над надзорными органами. Показателем хорошей работы надзорного органа должно стать отсутствие нарушений.
То есть не количество проверок, сейчас внедряют рискоориентированный подход, но, как правило, это сводится к тому, что проверяли там 1000 проверок, сейчас будем 500, и у нас как бы нарушений станет меньше. На самом деле проверок не должно быть меньше, меньше должно быть нарушений. И если много нарушений фиксируется, это уже звонок о том, что надзорный орган плохо работает или не дорабатывает. Кстати, у нас принято постановление, но просто не знают пока, на кого это переложить, эту функцию по надзору над этими надзорными органами. Я надеюсь, в ближайшее время этот вопрос будет решен. Ну, конечно, хочу отметить еще площадку проверки gov.ru. Это информация о всех проверках поступает в прокуратуру, то есть введением этого реестра проверок занимается прокуратура. Они проводят огромную работу, то есть много проверок они отсекают еще на этапе подачи документов, но тем не менее находятся другие механизмы для того, чтобы зайти там не в плановую проверку, а в внеплановую. Допустим, вот я предприниматель тоже, вот в прошлом году у меня на одну плановую проверку приходилось там 3 внеплановых. То есть тут какие-то находились аргументы, чтобы ее провести. Опять же, какие-то вопросы к самому к порталу проверки, потому что вот я, допустим, не нашел свою компанию в реестре, выяснилось, что она, оказывается, в каком-то федеральном реестре находится. То есть это единая система, но как бы мне было тяжело найти, то есть пришлось покопаться. И исходя из всего этого, вот решено сделать сейчас альтернативную платформу. То есть минус предыдущий был в чем? Что фактически информация просто доводилась до предпринимателя, но предприниматель не мог забить туда информацию о своих проверках, пожаловаться на что-то. То есть обратной связи не было, это была дорога в одну сторону. И вот сейчас, кстати, привлекли предпринимательские сообщества к созданию новой цифровой платформы, которая вот буквально в течение года хотя бы в каком-то виде должна заработать. И я надеюсь, она будет действительно дорога в 2 стороны, где предприниматели смогут полноценно общаться с государством и уменьшить административное давление. Скажите, вот то, что создание специальной цифровой платформы для обращений по фактам давления на бизнес, это вот сейчас одно и то же? Да, эта площадка должна предусматривать интеграцию с другими службами, которые должны контролировать, и, конечно, снижать это давление, чтобы не было неправомерного давления на бизнес. Сейчас предприниматель каждый предоставлен сам себе. Надеюсь, эта платформа поможет как-то выносить на другой уровень свои вопросы и решать их. А вот по поводу того, что, процитирую президента, сегодня почти половина дел, это 45%, возбужденных в отношении предпринимателей, прекращается, не доходя до суда. Как вы думаете, в чем здесь проблема? С чем это связано вообще? Это... Ну, во-первых, я хочу сказать, вот еще одна инициатива была, вы вопросе не задали, но я про нее скажу, это регуляторная гильотина, чтобы отсекать как бы какие-то административные нормативные акты, которые как бы уже давно были приняты, какие-то внутренние, то есть провести полностью инвентаризацию всех нормативных актов. Зачастую при проверке можно найти всегда нарушения, то есть и, как правило, надзорные органы этим пользуются. Можно всегда, все предприниматели, как сказали, ходят под статьей, то есть под любого предпринимателя можно подвести принцип под статью. В дальнейшем, конечно, вот когда предприниматель отстаивает, логика подсказывает, что вот здесь нету преступления, то есть там был факт нарушения, но это не преступление, это и приходится доказывать уже в суде, то есть измотав там большое количество там ресурсов, денег, нервов, и зачастую бизнес уже невозможно восстановить после очередного там такого разбора с надзорными органами. А вот за последние несколько лет тенденция какая? У нас больше, наоборот, давление идет на бизнес или нет? Ну вот, как бы президент озвучивает, создаются новые специальные цифровые платформы, но вот если все-таки сравнить там ближайшие 5-10 лет... Ну, насколько я знаю, в 2018 году, вот, допустим, у нас в республике больше дел было возбуждено. Ну, не знаю, какой результат, но вот, вроде бы есть. Это было возбуждено больше, чем в предыдущем? Да, чем в предыдущем. А как вы думаете, вот какая будет тенденция на ближайшие годы? Это поможет та самая цифровая платформа или опять это будет какая-то непонятная? Я надеюсь, что, конечно, это не панацея. Надеюсь, что предприниматели начнут использовать эту платформу и обращаться напрямую. И тем более сразу по следам послания все органы заявили, там, это и Следственный комитет России об открытии сразу до открытия цифровой платформы прямой линии. Это и прокуратура, это и, в общем, все органы, которые раньше были
задействован в этом надзоре, они готовы прийти на помощь предпринимателям. Этот посыл был правильно понят. Даже если эта цифровая платформа не сразу заработает, я думаю, что вот то, что президент озвучил, это хоть как-то, скажем, будет помощь предпринимателям нашим. А как, вот на ваш взгляд, какие меры, возможно, еще бы помогли предпринимателям? Возможно, они еще не созданы, не придуманы. Вот вы бы думали, что, возможно, так было бы им хорошо. Возможно, этот закон помог бы как-то им жить лучше и в согласии. Ну, основная проблема, мне кажется, это мое личное мнение, это слишком переадминистрировали предпринимательскую деятельность. Я считаю, что чем проще, тем лучше должно быть. То есть весь учет должен быть простой, чтобы человек, который не является специалистом в цифровых технологиях, бухгалтерском учете, он должен уметь и мочь заполнить все эти формы, сдать их. На сегодняшний день все должны привлечь каких-то сторонние организации, отчитаться. И зачастую даже нулевой отчет сдать, это целая проблема. Есть какие-то организации, которые при этом находятся. Я считаю, что нужно упростить надзор над предпринимателями. И в связи с этим вот сейчас вот есть для самозанятых, для малого бизнеса будут упрощенные формы, патентные формы внедряются. Может быть, это как-то даст. Я думаю, что нужно идти дальше, и для всех остальных тоже. Формы должны быть простыми, буквально. Не нужно быть 7 звезд во лбу не должно быть, чтобы заполнить эту форму и сдать ее. Я думаю, надо пойти по пути упрощения. Чем проще будет, тем меньше будет нарушений, потому что на сегодняшний день ты, соблюдая одни нормативные акты, ты заходишь на поле других. Это фактически все надзорные органы сами признают. Это их поле, для чего они работают. Никто не заинтересован в том, чтобы упростить это. А что вот по поводу того, что открываются какие-то новые центры поддержки предпринимательства, какие-то единые окна? Вот эта система не помогает упрощать эти вопросы или все равно существуют какие-то граничащие проблемы? Ну, субъективный фактор все равно присутствует какой-то, но с другой стороны, через эти же окна сдается та же самая отчетность, те же самые формы, которые у нас обязательны к исполнению. К сожалению, наше эфирное время подходит к концу. Большое спасибо, Роман, вам за беседу. Это была программа «Важный вопрос», и мы обсуждали послание президента России Владимира Путина Федеральному собранию. Спасибо за внимание, до встречи. Спасибо.